Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе стабилизируется. Теперь Ингушетия начала поэтапное снятие ограничений. Жители с режима самоизоляции переходят в режим самосохранения. Им по-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Ну а предприниматели, на которых был наложен жесткий запрет, плавно возвращаются к своей деятельности. Правда, послабления коснулись не всех предприятий сферы услуг. Принимать посетителей до сих пор категорически запрещается торговым центрам и местам общепита. Последние работают на вынос. А вот салоны красоты, сотовой связи, парикмахерские, ателье, химчистки, автотехцентры вернулись к трудовым будням. Правда, формат оказания услуг пришлось немного поменять. К прежним санитарным требованиям теперь добавились новые. Это генеральная уборка помещений диссредствами, проверка состояния здоровья работников, обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции, обеспечение зоны обслуживания клиентов антисептиками. Специальная разметка, напоминание клиенту антисептики. Все здесь есть. Правда, мало кто этим пользуется. Роспотребнадзор к таким нарушениям был готов. С 8 июня в регионе начались рейдовые мероприятия. Если последние 2 месяца проверкам надзорных органов подвергались продовольственные магазины, то сейчас сотрудники в погонах взялись за предприятия, с которых сняли ограничения согласно постановлению правительства о поэтапном выходе из карантина. Каждый трактует это постановление, выход с карантина по-своему. То есть запрещается работать торговым центром. То есть у них вход общий, там, внутри помещений. Таким торговым центрам запрещается работать. Мы это разъясняем людям, но люди категорически не хотят это воспринимать. Ленту в красно-белую полоску протянули вдоль центрального рынка города. Сотрудники Роспотребнадзора уже ранее опечатали территорию комплекса. Однако понимают, что такие меры тоже действуют и не на всех, и одной проверкой здесь не ограничится. Правда, сегодня никаких деликатных предупреждений и объяснений обстоятельств, только жесткие требования. Можно печатать, да что? Это однозначно, что опечатано будет. Прямо сейчас надо это все закрыть. Прямо на ваших глазах. Камеры здесь стесняются больше, чем несоблюдение требований ради безопасности клиентов. Заработали уже и местные салоны красоты. Правда, не все. Парикмахерские, которые находятся внутри торговых центров, пока запрещено открывать. Отдельный вход, поэтому они могут соблюсти наши требования. То есть запускать одного клиента, обслужить его, после этого запустить другого клиента. То есть там толкучки, вот это скопление людей, да, можно избежать вот это. Только и здесь проверяющие стали свидетелями не самой позитивной картины. Послаблениям, конечно, рады, а вот соблюдать меры предосторожности не особо хотят. Один заходит, пока ждет, второй ждет, пока этот не заходит. Да. Пока это, дезинфекция обязательно. Антисептики, они у вас должны быть. И вы не принимаете людей без масок. Вот здесь, чтобы у вас вывеска была, чтобы без масок люди не входили. Большое скопление людей и паника вокруг торгово-развлекательного центра. Довольные выходом из режима самоизоляции, жители кинулись за покупками. Многие не в курсе, что ограничительные меры пока еще распространяются на некоторые сферы обслуживания. Так, на территории центра разрешено торговать продуктами первой необходимости, медикаментами и магазину детских товаров. Посетители также могут пользоваться услугами банкомата. На территории центра предусмотрели разметки, памятки, диссредства, а эскалатор работает только в одном направлении, чтобы посетители не нарушали социальную дистанцию. Правда, администрация торгового комплекса не скрывает. Часто приходится бороться с недобросовестными предпринимателями, которые втихаря открывают магазины. А были случаи, когда предприниматели нарушали ограничительные меры, и как вы реагировали на это? Ну, конечно, не то, что нарушали, они пытаются. Мы закрыли магазины, опломбируем каждый магазин, чтобы опечатываем, точнее, если сказать, о том, что без разрешения администрации уже не могут открыть. У нас, кроме тех магазинов, которые первой необходимости, у нас все магазины опечатаны здесь. Еще один торговый центр, который с опережением распахнул свои двери для посетителей. При этом здесь тоже не соблюдаются никакие меры предосторожности.
Все-таки есть и такие торговые комплексы, которые с момента объявления режима самоизоляции прислушались к призывам властей и надзорных органов. Все это время на территории этих центров не было выявлено никаких нарушений. И почему-то им удается проконтролировать своих арендаторов. При этом, конечно, доходы от комплексов из-за пустующих объектов не такие, как раньше. Но здоровье людей и соблюдение требований закона здесь, видимо, превыше рубля. Эпидемия – это не проблема Ингушетии, эпидемия не российская проблема, это мировая проблема. Поэтому мы с пониманием отнеслись к этому. И с этого дня мы торговый центр не открывали. Все наши действия мы согласовывали с Роспотребнадзором, сотрудниками. Они ко мне приходили, я с ними созванивался. Ни один день вот с этого момента мы не работаем. Роспотребнадзор и дальше продолжит опечатывать объекты, которых не коснулись ослабления. Также инспекторы напоминают, если сейчас с некоторых предпринимателей сняли ограничения, это не значит, что им не смогут запретить работать. В случае выявления повторных нарушений им придется не только прикрыть лавочку, но и оплатить штрафы, минимальный из которых составляет 50 тысяч рублей. Рейдовые мероприятия мы проводим для предотвращения дальнейшего развития вот этой распространения коронавирусной инфекции. Это мы все должны понять, все люди, граждане нашей республики. Если эта ситуация будет ухудшаться, эти послабления могут отменить. Мы должны в первую очередь понять, это для нашей же безопасности все эти меры вводятся, все эти меры предосторожности. Просьба понять людей, носить свои маски, соблюдать социальную дистанцию. Если ситуация с эпидемией не ухудшится, вероятно, торговым центрам разрешат заработать с 20 числа. Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, все меры предпринимаются с целью не допустить повторной вспышки и не усугубить эпидобстановку в регионе. И напоминают, раз вам разрешили, не злоупотребляйте. Диана Дударова, Майербек Межоев, Новости 24.